родители вот где-то в подсознании волей-неволей хотим, чтобы вот ребенок поболел деген маселе, да? И у меня были такие случаи, когда вот это прекращалось, и они такие приходили и говорили, я говорю, да, это вот просто это вся наша жизнь, это результат наших подсознательных желаний. Зачастую мы умом это не принимаем, ум идет на логику, на правильные вещи, но в целом булдеринде брюга обида бар, анан ошону. Вот у меня был случай, когда ребенок вообще температурасы түшпей, я просто вот навскидку говорю, ну пока ребенок спит, отработай это обиду на мужа, да, потому что у нас женщины же всегда же гүлөлүнө эме болот да, обидалары. Они такие, да, баласына кайгырып отурган эме да. Я говорю, вот просто сенен акча сурабайт, просто вот до утра вот просто проговори, и ты завтра почувствуешь, что у тебя произойдет. А завтра я тебе там педиатрга алып барып берейин, дагы бир нерсе жардам берейин. Ну вот сегодня ты должна вот на обиду на мужа проработать, депчи. А утром такая, он тут автор, потом вспомнила, и это, говорю, ай, это, даяр болып тур балаң менен, сейчас мы вот куда-то съездим к педиатру, деп айтсам. Ой, утром ребенок поднялся, побежал сразу, тумбочки шарахать, тамагы чеп, уже, короче, вовсю бегает, температуры нету, деп. И вот приходится объяснять, да, что зачастую мы там кого-то там куйругун түйрүш үчүн делаем это через такие вот ухищренные методы, да? Да. А многие женщины этого не понимают, не только женщины, вообще, ну, человечество, да я и сама тоже этого не понимала. У меня улучшились вот отношения с детьми, потому что мен өзім уху коргоодо жүргөнүмө байланыштуу, у меня дети больше общались только с отцом. Я вот вечно командировка, страну спасаю. Проработать обиды, например, что нужно проработать обиды, как это понять? Что нужно делать? Вспомнить, на что-то обижалась? Бияқта инструменттери бар. Нет, бияқта инструменттери бар, азыр аны айтып берет. Это очень легко. И потом вот в моей, например, личной, вот я очень много, например, бирөөлөр үчүн жасадым, өзүм үчүн алган жокмун десем, это будет неправда. Потому что когда ты сам не получаешь, ты не можешь кому-то это рекомендовать и гарантировать, что у него получится. Это ты должна демонстрировать, что у тебя получится. Например, у меня сейчас с детьми прекрасные отношения. Хотя после смерти мужа у меня такой вакуум болуп калды, да? Балдарым потеряли самую лучшую опору в своей жизни. Со мной они в меньшей степени общались. Какая-то у них обида, видимо, была на вот эту ситуацию. Сейчас, окей, все это вырулилось. И в моей жизни тоже очень много чего поменялось, да? Отношения, там, призвание, ну, конечно, в денежном выражении у меня точно сидит какой-то таракан, но мы его пробьем, деген маселе бар. Но это, да? Если это через себя пропустить, это вот чистая вода, осознанность, да? Когда ты начинаешь сам себя понимать. Ритаджи, вы поставьте себя в центр своей вселенной в первую очередь. Я концепция. Здоровый эгоизм. Когда вы себе поможете, когда у вас все будет в достатке, в изобилии, вы поможете, что да. Вот я где-то, наверное, понимаю, что во всех отношениях, везде и всюду у меня это минимес, а бюро стоит на первом уровне, да? Вот, Бирөөлөргө жардам берип коеюн, бирөөлөр жакшы болсун, ошолор алдыга жылсын деген. Вот эта концепция у меня есть. И, видимо, она мне не дает куда-то продвинуться. Да? И вот это, я это вот умом понимаю, но все равно это вот во мне вот таким вот, я не знаю, где это мне заложили. Мои желания. Может быть, вот что-то вот в этом. Или, я не знаю, мне кажется, самооценка мне может быть, в детстве где-то что-то. Где-то там может быть, потому что у меня папа ушундай болчу, да, вот он гордился тем, что ничего не прихватизировал, и такой честный был, депчи. И вот я вот, видимо, там вот выросла, что сен эчкимден эчтеке албасаң, эчкимге эчтеке кыянатты кылбасаң, то вот он там предел твоего счастья, деп. Я не знаю, ну, одним словом, вот по всем инструментам, вот в разных направлениях у меня получается все, я осознанная, ну, в деньгах. Ну, я так себя особо не страдаю, там, я ровно так же, как и вот на служебном джипе разъезжала, так же сейчас в маршрутке такая же счастливая езжу. Чем у меня вот имя жокта, да, там, страдания, да, че. Брюгө карызым жок, самое главное. Именно во всех ките,
мындай эмеге түшүп калат экенсиң, обида жок болуп эле, на все ты кайфуешь. И на маршруткада кетип атсаң да, тебе хорошо, ты кайфуешь от этого. Я классная просто так. Да, ты классная просто так. У тебя этого нету, без этого как-то. Просто столько Может быть, баягы Дарья айткандай эме смирениеге түшүп калганбызбы деп кээде ойлоп калам да. Мындай жетишет да. Вот зачем? Потому что баягы мындай да. Акчам жок, тыйыным жок дегенде алчная деп ойлойбуз да. Вот нам нужно, наверное, принять качество алчное. Кудай сактай бар. Знаете, как я это коррупционер деген качественно принимала? У меня это был такой шок. Что, ну мне коррупционер дегенде меня выдали. Конечно. И сейчас я так вообще к коррупционерам ровно отношусь. Правильно. Они красавчики, да? Да? Коррупционер дегенде меня шок. Когда мы принимаем качество людей, это не значит, что мы станем такие. Нет, ни в коем случае. В любом качестве есть сила. Есть сила. Надо найти вот эту силу. Потому что когда мы не принимаем, когда мы не принимаем качество людей, да, мы делаем его слабостью для себя. А когда мы принимаем качество людей, это у нас становится уже нашей силой. И эта сила работает на нас уже, да, потому что у нас у всех есть и отрицательные, и положительные качества, да. Но когда мы отрицаем свои негативные качества, это как будто, типа, отрубите мне левую руку, левую часть моих конечностей, я только правой стороной пользуюсь, да. Но сила-то у нас есть 100%. Но зачем-то мы отрицаем вот эти наши качества негативные, да? А когда мы принимаем эти качества, у нас уже эта сила работает на нас, да? То есть не значит, что мы станем такими, да? Ни в коем случае. То есть никогда не путайте, когда принятие качества, это значит, мен ушундай болуп каламбы депчи, мен алчный болуп каламбы, же мен там, я не знаю, сволочь болуп каламбы депчи. Нет, ни в коем случае андай болбойт. Просто реально, когда начинаешь понимать, что, предположим, ушел коррупционер, он же очень быстро разводит свои дела, да? И начинаешь понимать, ну, нет, это не от плохой же жизни, он так вот хочет быстро все это завершить. И понимание келеткенде, что коррупционерді азайтыш үчүн аны морально давить этпей, нужно сделать в государстве все так, чтобы ему не надо было бы там взятку давать и взятку брать. Вот, например, паспорт боюнча, да? Если мне за один день нужен паспорт, $100 төлейм, и мне за один день делают. За неделю болсо там $50, а совсем бесплатно болсо bir ай. И все. Никому не надо ходить кому-то платить взятку, чтобы за один день изготовили. Да, хочешь, вот тебе акчаңа депчи. Ошондой система түзүшүбүз керек да, а то мы же все время хотим посадить, свернуть. И бүт биздин энергетика мамлекеттик на вот эти вот ненужные вещи кетет да. Ошон үчүн бул дагы ошондой понимание келет экен, что они не такие уж плохие. Это мы немножко не такие, не догоняем. И могли бы вот это вклинить нужные для страны инструменты, но мы немножко не догоняем, как с этим бороться, да? Ошон үчүн мен ойлойм, вот такая вселенская осознанность, это все-таки классно. Канча деген кишилер мындай ички дүйнөсүндө страдать этпей, мындай кишилер счастливый болуп кетип бараткан, бул сонун нерсе да. Кошунаң бактылуу болсо, жумушуңдагы коллегаларың бактылуу болсо, сонун нерсе да. Нет, мен ойлойм, это есть другие там, я не знаю, башка техникалар менен келгендер да бар. Просто биз ошолорго эме кылышыбыз керек да. Башка техникалардын эмнеси бар, там, мне кажется, там немножко мындай да, нужно к этому идти, вот, например, осознанность болсо, там, например, через какой-то религия, айбандай алыска барып мындай какой-то бир деңгээлге жетиш керек да. Бул жерде очень часто можно просто механически, да, вот просто возьми и отработай дейм да. Вот, например, мен кээрлерге не сижу и долго не рассказываю. Я говорю, ты сегодня возьми вот это сделай, а завтра результатын көрөсүң деп эле коем да. Вот оно, механическое движение, делаете? И они это механическое движение делают, и у них на следующий день результат. Я говорю, вон там Трутнева, вон там Мастеркит, делайте, берите и работайте над своим сознанием. Алена келип. Да, давайте, Алидя. Давайте с вами. Заринаже.
Мои друзья. Давайте, Алия, познакомимся с вами. Меня зовут Алия, мне почти 39, мама 4 мальчиков, бухгалтер. Сейчас мама в декрете дома. Я так чисто случайно Айнурадан оқып қалдым. Я совсем не поняла, бұл эмне методика, эмне жөнүндө, но могу китептерди силердин айткандарыңар болуп, вроде мага керектүү нерсе. Она тебя ищет как раз сейчас. Здорово. Вы в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми довели. Наверное, может, Кудай ошоға жиберип Мүмкүнчүлүктү. Себепчиyiz, biz жөнүндө себепчиyiz эже. Классно, классно. Добро пожаловать в бизнес-сообществоға. Так, дальше. Да хорошо, что вы так воспринимаете некоторые люди. Жоқ, некоторые люди Нет, я секта, не валдата, не лаза. Секта говорят все, да. Нет, я вот примерно вот такие книжки читаю сама дома, но психология, поэтому как-то жақын эле экен да мага. Классно, классно. Эльзат Байке, Эльзат Байке. микрофон сизде. Наш мужчина, который самый осознанный мужчина, да? Мен жакшы көргөн Байкем, да? Мен азыр өзүмчө отуруп, мен я женщина деген качествону прорабатываю. Эльзат Байке, вы сделайте так, чтобы у нас мужчин было побольше. У всех главное позовите, а мы даже сами разберемся. Эльзат Байке, давайте там. Мына азыр чакырасыз, ошо бир мужчина чалып атат. Качадан бери чакырып келе алып туралайбы, бuyакачы. Вот смотрите, Качан келесиң? Азаматка көрсөтүп койсоң, какие красивые женщины в твоем окружении. Ошо үйлөнгөн элек бул да. Чакыр, срочно Мына келсин. көрдүңбү кандай? Сен чакырсаң мен чеде келбейсиң, мына. Сколько девушек, да? Красиво. Да, да. Эмки жума келесиңби? Азыр деле келет азыр. Бойдоктор да толтурабыз. 3 баланы бардан вообще бюллетеньдерге чейин. Да. Сразу 3 балалы болом десең да ошондой номерден. Сразу семью приобретаешь. Пришел мастер-кет менен чогуу. Кандай сонун нерседен калып атасың вообще. Өзүң көрсөтпөйчү бекинбей. Üşütüp жүрөктө чирip салса адам качып келет. Эме, бул өз бекин болду, эме. Эмки жума кел азамат, а? Келиңиз, күтөбүз. Мен өзүм жалгыз эле жырга бербейсим. Сонун ордуна келесиң. Я в цветнике, довели. Көргөндөргө отургузабыз. Давай, макуланда чалышабыз, ошо көптөн бери чакырып алып келе албайм да. Жүрөгүн чүрүп салдык. Такыр сен не сүйлөшпөй калсын деп. 87-жылкы жигит, анан мындай ичинде эмеси жок да, ичи таза да. Ичи сыртында да фото. Ошондой. Расскажите о себе, Эльзат Байке. кандай сеже? Мастер-кетти алгандан кийин ошол көп мындай жаман баягы ошондой өз ограничение алган ойлордон кутулдум. Анан кутулуп баягы өзүм канча көп жылдан бери 20 жыл переводчик болуп Кытайлар менен иштесем дагы өзүм мындай фирмам болуп же мындай өзүм бизнес кылган эмесмин да. Анан кийин ошол мастер-кетти алдым. Алгандан кийин баягы билбейм, баягы жашоо резко өзгөрдү да. Эльзат Байке у нас сейчас один из крупных бизнесменов с китайцами, Партнерлор да? биринин аркасынан Позволили себе просто. партнерлор биринин аркасынан бири чыгып эле өздөрү. Анан кийин бир 10 жылдан бери келбей жүргөн Кытайым учуп келип, анан кийин ошо былтыр $80,000 таштап кеткен да. Оборудованияга заказ кылып деген бул. Анан адам сырткары өзү бир 6-7 жыл мурун мен Кытайдан таанышкан экенбиз, бирок ал киши менин эсимде жок да. Анан мен ошо Челябинскиде жатсам, сени былтыр чалып ала албай койдум. Мен сени менен иштешейин дедим эле дейт. Мен эсимдеби дейт. Мен дейм, бирок өзүм эсте албай атам да. Качан көргөнүмчү. Анан кийин ошо былтыр чалган
чалаан ошо 1 жылдан бери сүйлөшүп анан эмнеге токтойбуз, эмне иш кылабыз анан ошо былтыр жайында токтогонбуз, мына эски акиматтерди алып ошо эртебиз депчи. Анан ошол азыр печка азыр бүт баарын даярдап койду, анан китайский жаңы жылдан кийин жөнөтөм деп атат да. Бул уже экинчи партнер, а биринчи партнер эмеде Челябинскиде оборудование заказ кылып койдук, аны Шымкентке жөнөтөбүз да. Анан ошентип мындай, анан бияктан дагы бирөө үчүнчүлөр чыгып атат. Анан мен ойлонуп атат. Анан эң кызыктуусу баягы мындай алып атканда баягы ойлоп, бул $1000 турат же кымбат турат деп ой келет экен да. Бирок ошол ой келгенде баягы эмеси алгандан кийин бирок ал өзүн спокойно актайт экен да. Актагандан да ашып түшөт экен акчасы, анан кийин баягы мындай аябай эле ала беришкен оң экен да. Анткени ошо алгандан кийин баары өзүн актайт экен. Анан отношения менен акча экөө бир экенин да түшүндүм да. Например, мурун жана эже айткандай коррупционерлерди жаман көрчүмүн да. Мен мындай баягы мага мындай сезилип берчү эле да, бирөөлөр бай адам болсо же мындай влиятельный адам болсо, бирөөлөр ошого мындай жакшы мамиле кылып эме кылса, мен баягы паткалим кылып атат деп жаман көрчүмүн да. Көрсө жөн эле партнерский эме экенби? Ал көрсө мындай просто отношения кылганда ошол баягы кандай десем, мен эмени көрсөтөйүн дегем, мейли мындай ал кичине 7 минутта, бирок мен мындай кыскача айтып берип коеюн. Жанагы өзбектердин Нарбеков деген психологу бар, анан ошол көрсөтөт да эмеденчи, мындай видеодон көрсөтөт, мындай эмне деп коет, бир аппарат, манометр деби же бирдеке деген аппарат бар экен, мындай саатка окшоп өзү кыймылдап турат экен го. Анан ошо бүтүп, эгерде ошону жалгыз кылып койсо, мындай тык деп кыймылдай берет экен да. Анан экөөнү коюп койсо, экөөсү мындай башланан кыймылдай берет экен да. Бирөө кайка калазычы. Элизабет Паке, вы что там прорабатываете уже? Да, анан мындай үчүнчү, $1 миллион уже прорабатывает. Анан кийин үчүнчүнү, ошо үчөөнү подряд койгондо, үчөө мындай тең иштей баштайт экен да. Мен муну эмеге кылып койгом, жана фон заставкачы. Анан кийин эмеге, анан үчөөбүз тең иштей баштайт экен да. Ал эч ким тийбейт, эч ким проблема болбойт, үчөө эле турат да. Анан 4-чү койсо, 4-чү да тиги үчөөнү окшой баштайт экен да. Анан 5-чү койсо, 5-чү да окшой баштайт экен. Анан кийин анын мындай может быть баягы түзүлүшүнөн может бири-бирине таасир этип атабы деп мындай тегерек кылып койсо, тегереги деле окшош боло берет экен да. 3 бурчтук кылса деле окшош боло берет экен. Анан кийин 100дү койсо деле, 50нү койсо деле, анан кийин канчалык бөлгөн сайын ошончолук последний коюлган ошончолук бат темпке кирет экен да. Анан ошол тиги Нарбековдун өзүнүн клуб миллионеров бар, ал экөө да. Бирөөсү 50 адам, бирөөсү 100 адам, ушуну анан айтат да. Мен силерди эмне үчүн 2 айда бир жолу топтоп турам дейт да. Силер точно ушуга окшоп дейт. Слабыйынан эң күчтүүсүнө равняйтесь дейт да. Да. Анан ошон үчүн могу деле суббота сайын жолукканда деле бул ошолго, например, может быть, бирөөлөр проработка кыла албай атат, же эме кыла албайт, ошо чогулган сайын ошо равнение идет да. Ошентип ошол Сообщество, это важно. Качеткиде эме деткен, я уже 2 недели келбей калдым го. Я прям сегодня так хотелось, утром звонила Айкага, говорю, блог десем, да, блог театрда кийинип барам деп. Бул неме деп келсиң да, кадимкидей. Каласың да эме. Сагынып келсиң да. Да. Тут что-то не хватает. Да. А потом корректируешь все равно. Вот мен азыр Да. айтып атпаймынбы, акча жактан все равно у меня там не пробивается. Бияк туккандан кийин я уже начала я уже начала немножко понимать, где у меня просело, да? Да. И вот понимаете, вот именно вот деп у меня вот это инсайт келди дегенде, иногда кажется вот просто вот сейчас он пока говорил, я такая начала понимать, все. Где собака зарыта? Да, все понятно, да? Все, где я себе не разрешаю, да? Я хочу вас представить, да, дорогие уважаемые наши гости, пользователи. Это наша Гулюмдян Иде, самая молодая пользователь методики MasterKit. Самая молодая, самая красивая, Девимбе. Я очень люблю Гулюмдян Идены вообще за ее, знаете, за что? За ее вот дух, за ее решимость, за то, что она хочет жить яркой, наполненной жизнью, несмотря на свой возраст, несмотря на свои проблемы, да, в жизни, которые были. Но сейчас, Гулюмджанде, вообще прекрасно выглядите. Я очень рада вас видеть. Гулюмджанде очень многоуважаемая девушка у нас. Сама сейчас расскажет, да? Давайте. Спасибо. Гулюмджанде очень много результатов, кстати. Особенно по деньгам и по отношениям. Гулюмджанде,
расскажите, да, все результаты свои. Ну, действительно, я в своей жизни прожиты мне 73 года. Да. Много чего. Конечно, я была замкнута тем, что вот эти свои годы, вот чего вот мне стыдно было, что я не добилась, допустим, то, что хотела. Не это самое в моей жизни. Но оказывается, это просто моя была сопротивление на возраст. До этого, конечно, я когда начала читать свои записи, у меня было, оказывается, вот это Эдди Мерфи, Наполеон Хилл, очень много Луиза Хей. Я вообще люблю читать. И вот они, оказывается, я не воспринимала, или воспринимала, мне здесь это не принимало мое сознание. Или наоборот, или подсознание у меня закрытое было. И вот когда вообще и подсознание тоже же, этот, как его, забыла. Джон Кехер, да. Тоже читала, тоже записывала, тоже. Все это, видимо, было в моей жизни, как бы сказать, не давало свои результаты. А когда в моей жизни был очень тяжелый момент, очень тяжелый, вообще много, конечно, у человека бывает препятствий, бывают ситуации, но эту ситуацию я в своей жизни очень тяжело перенесла, потому что я потеряла свою половинку, и я вообще не могла выйти из этого состояния. Это было очень тяжело, я вот это самое состояние, в таком состоянии находилась, долго притом. Я помню, Потом, когда, в каком вы были да, состоянии. вы помните, да, как я... Вообще, да. И пришли мои очень любимые мои девочки, которые всегда меня никогда не оставляли, постоянно мне это свои сношества всегда предлагали. Давайте, Гулимджан, туда пойдем, сюда пойдем. И вот они пришли сперва с Саней, а потом пришли. Оказывается, вообще моя дочка год занималась этим. Она все время мне говорила: мама, вот этим тренажером занимайтесь, вот вы идите, они же видят мои состояния, вот давайте за это самое. А я говорю, занимайся сама, зачем ты мне это самое, мне это и так без этого. Занимайся сама. А потом это самое. И вообще вот в этот период очень было тяжело. У нас арендаторы почти 1,5 года не давали нам деньги. Вообще тяжело. Ходила сюда, девочки мне подсказывали, и это особенно и дочка постоянно: вы вот это неправильно делаете, вот здесь вы неправильно делаете. И вот потихоньку я, получается, вышла из этой депрессии. У меня действительно была депрессия, страшная депрессия. Вообще похудела на 10 килограмм. Сильно вот это мне повлияло, мое это самое ситуация в жизни. И вот потом
какой-то началось вот это все потихоньку проработки, мне начали доходить. Я, оказывается, просто машинально все делала, машинально, автоматически думала, что это вот правильно. Потом ни с того ни с чего вот началось работать в кафе, пришли это просто другие люди, вот те люди, которые я не смогла избавиться от арендатора, они просто ушли с моей жизни. И я бы сказала, вот благодарна, конечно, очень благодарна мастер Питу, который, может быть, даже мне иногда становится вот, как бы плохо в душе или за себя вот стыдно, что можно же было все вот это, оказывается, столько я читала, почему я не могла это, до меня не доходило. И вот, оказывается, просто бывает такая... Чувство вины бобов. Осознанно. Вообще была такая в этом молчаливом. Мне мои вот эти подружки, которые со мной, сверстники мои, не могли вытащить. 1,5 года я дома сидела, никуда не выходила, постоянно дома. Не могла, платок не могла снять. У меня был такой страх, если платок я сниму, мне вот... Сейчас я платок сняла, постриглась. Вы своим подругам не даете, да? Да, и подругам, они, когда первый раз я к ним пришла, начала, вот после мастерки, начала говорить, они, Гюнджан, сені не волкалқасың, говорят. Как поменялось. Они вот так, вот. Мне действительно, я благодарна, что этот мастерки. Но сейчас у меня идет, я постоянно делаю, утром всегда встаю рано, я встаю в 5 или 4 или 6, вот, делала мастерки. Вот эти 2 недели, мне вот такая сопротивление, вот еще холодно, я сколько ты приглашала этот раз, ходите. Такое сопротивление, не знаю, что, где у меня сидит, какая сопротивление идет. Вот. Но зато любой ситуации, с кем я разговариваю, вот, с кем хожу, или даже вот люди, вот как будто для меня люди поменялись. Они, вот я смотрю на них, они на меня смеются. Вчера вот была в одном месте, посторонние девочки смеются, я говорю, не гульватас, не говорит. Джонулес из Захара гульватам. Такое у меня сейчас, как можно сказать, инсайтовое Состояние. Да. Состояние потока. Состояние, Классно, да. Гульджанже, она вообще... Айва, у меня послушная такая ученица, десем была, да? Да. Я говорю, Гульджанже, вот так делайте, вот так, туда заходите, это прорабатывать. Ой, что-то не получается, надо. Она говорит, как не получается? Получится, да? И она, короче, заходит, делает, она через 2 недели вам долг, да? Да, вернули долг. Вернули долг. 2 года, да? Сколько лет не могли 2 года. отдать? 2 года не могли вытаскивать. взять деньги и проработала через 2 недели. Сколько-то $1000? 2000. $2000 вернули. Не то, что работает. Вот, да. И еще плюс у Гульджанджа, видите ли, да, какая у нее голливудская улыбка? Она себе разрешила. Да. Да, Вот за эти $3000 сделала зубы. да. Нет, просто вот эти моменты забываешь, оказывается. Гульджанджа, у вас столько результатов. Да, столько. Говорите Да, свои очень результаты. часто люди унтулкаткен. Потом Или знаешь, даже иногда, норма. если, Само собой, или да, просто- если даже иметь песен, да, рефлексировать этот песен, иногда может подумать, что это ушундой болуш керек болуп вообще. Норма, Кстати, да, еще норма. один этот момент, да, я не могу пробить возврат долгов.
Вот. Вот Гульнадия, все, мне нужен мастер-класс от вас. Да. Вот очень многие моменты вот просто у меня выстреливают. Чух-чух-чух. Ақша келгенде тіршілік аламын, блин, что-то не то, да? Мен партнер болсам керек, на $1 миллион пошли, да, следующая Бывает, наша оказывается, цель. вот кого ты ненавидишь, бывает же от этого человека тебе плохо. Вот ненавидишь, а потом сидишь. Они когда мне говорили, пишите благодарность, мне решили, пишите благодарность тому человеку, кого вы ненавидите, который вам плохо делает. А я говорю, как можно это Благодарить. А потом сидела, благодарю, написала. Потом действительно этот человек мне стал приятен. И вот то, что между нами вот, отношения, очень много повлияло мне отношения. Ничего ли Турвайда Калгара? Да, оказывается, нормальный человек, нормальный легишь Турбайда. Да, это однозначно. Да, я еще, почему я именно по-русски говорю, вот сейчас Юля Байбатхану, мне легче это самое по-русски, легче. Любой, да, на любом языке, да. Yok, нормальная идея. А я вообще, когда вообще эмеде отырганда деле ушундай чогулуштарда я сейчас сөйлеп баратып потом перехожу на русский, а потом они всегда сама потом ловлю. Мен эми орысшаға сөйлеп атат деп қандай ойлошақ болды екен. Приятно было познакомиться. Ждем вас на следующей встрече. Классно. Вот я это... Вы сияете прям. Вообще, Гульнадия, молодец. Но у вас же другое состояние. Ештекеден қалбайды да Гүлнадия, она мне звонит. Видите, у вас уже глаза вот светлые, вот Там дополнительный Во продукт вторник так какой-то покупали, есть, да? оказывается. Мне 3 дня нужно, только да? прошло, да? Гүлнадия, она вот что мне нравится, она всегда вот следит, да, Инстаграмдан, Фейсбуктан, там, чаттарда, ештекеден қалдырбайды дағы. И она мне звонит, да, всегда, там что-то новенькое вышло, мне это надо. Кстати, ушел нерсе очень важный, вот для тех, кто очень... Вот мен бір жылдан бері, из-за того, что саясат бірнесе болып жүріп, я выпадаю. И у меня даже, наверное, сопротивления нет. Я просто үйге келіп өнтелеп, өлуле, жүріп қаламын да шаршағаным ше. И вот из-за того, что мы выпадаем, оно қалып қалады екен кей жерде ше. А как только ушундай чогулуп, жемөйте пролистывать етіп, бір нәрселерді көріп, даже оқып атқанда инсайттар келіп, отыра қалып жасағандан кейін, қайра бір еме, энергетически қайра көтеріліп, тура деңгейліге келіп, бары жанағы состояние потокаға келіп, соны болып қалды да, қайра еле, тұтынып атып еле, қайра баяғы түшіп қалады. Ошон үчүн айтылат го, даже динде дагы эмеге барып тур дейт, сабактарга. Потому что түшүп каласың. Эме ыйманың төмөндөп кетет. Да, и это даже не иман төмөндөп кетет. Мне кажется, это все-таки энергетика. Вот биздин вот это состояние потока, алдырен жанагы ошону угуп туруш керек. Потом ты слышишь, как у людей происходит. Зачастую көп ситуациялар бирибиздики оп-окшош. Мы все одинаковые. Это вот мы там кажемся, что там тегилдей депчи. А вот здесь вот эти тараканы, они все похожи. Она айтып атса, блин, менде деле ушундай болуп калды эле деп зафиксировал. Пока я слушала, да, у меня прям просто инсайт келди, да. И ушундай нерселерди даже там чаттарда болобу, вообще уялбай эле сурап, у меня не получается деп. Вот мен бүгүн вот конкретно пришла за 2 этими, да, мне нужно проработать долги, и которые мне должны, да, мен бирөөгө карызым жок. Ну мага эч ким бербейт да, элем бар эле келгенде. Разворачивается и уходит. Я такая, биринчи аларга жиним келип аткан. А теперь я начала понимать, проблема во мне. И второе, это вот акча. Я даже себя алдап баштадым, да. Көбүрөөк акча бар болсо, мен көбүрөөк кишиге жардам бере алам. Ошон үчүн Рита должна стать богатой. Просто бедностью никого не удивишь, терти. Ошон үчүн нужно приходить, нужно собираться. И дайым суроо берип, дайбелерден тартынбай, Бүгүн еще кете бергиле. Бемай, бекиндер жок го. Бермет она Карабалтия, она у них там кэшфлоу походит. Кто уже через себя пропустил, алар сразу вот улавливает проблемами и сразу мындай корректирующий бир нерсени айтып койсо уже дальше кете берет экен да. А вот менин өзүмдүн проблемамды билем да, вот 1 жыл колдонуп атам, но мен даже сопротивление деп айткан жокмун, эже деп алчы. Я просто уходила бы, саясат, деп.
А знаете, зато потом я начала же прорабатывать свои эти, жаңағы, саясатта баягы оппоненттерди жаман көрүп каласың да. Обида башталат, аларды. Утром у меня иногда бывают инсайты. Вот я сегодня, буквально сегодня утром, пока сюда собиралась, вот и все эти тренажерларды қараймын, делениеға келгенде, вот этот тренажер мага вообще не идет, да? У меня такое ощущение, как будто я вообще не делю, да? А сегодня утром у меня вот инсайт появился. И мне прям даже, неужели, что бесполезный тренажер, вот эти? А сегодня утром я, оказывается, все равно делю людей на своих сторонников и оппонентов. Я такая стала утром, такая думаю, Относительно себя делим. вот, она бүгін тұрып алып тұрып такая думаю, апай, сол нәрсе бар екен, ошоны нужно это проработать депчи. Ошон үчүн это общаться эткен, ушундай чөйрөдө көбүрөөк жүргөн бул жакшы нерсе да. Ар бир кишинин случайын угуп атып, өзүңө сөзсүз түрдө кармап аласың. И самое эффективное обучение это равному типа. Азыр биз баарыбыз равныйбыз. Баарыбыз колдонуучубуз. Вот это то, что мастер Китин немесінде әрбір емелер бар да, вот, например, образ, я долго не могла понять образ, принимать образ, глаза закрываешь, что это самое. Потом, когда поймешь, что такое образ, что вот именно, что какой образ видишь, тренажерный, вот это когда образ начинаешь видеть, так, а вот после этого только получаешь инсайт, оказывается. Да. Именно заключается в образе. И вот, чтобы до этого образа доходить, я сколько раз вопрос задавала, образ. Образ болгондо эмоциональный ичинде эме бар. Механически болуп калат да, мындай жөн эле механически болсо болбой калат. А если ты уже вот в Образ образе, болгондо ыйлап да жибересиң. Почему много, оказывается, доходишь, потому что суть образа, мастер Кита, именно нужно дойти до образа, оказывается. Когда ты поймаешь образ, потом думаешь, да, действительно у меня так можно было. Да. Вот год, да, уже вы пользуетесь? Да, Год уже пользуется, действительно, очень много изменений. Да. Гүлжанжана у нас этот многоуважаемый генералдың келинчеги болчу. Да, Азамат Байке. Очень. Да, Мне очень. вот это было тяжело, потому что вот 50 лет жили. Да. Потом, когда просто такой здоровый человек быстро умер, мне было вот это больно, и что я не смогла, если помочь ему не смогла, вот это все, вот это принимала в себе, принимала. А потом, когда пришло для меня это осознанно, не сознание, это правильное осознание, то, что он это я не могла ничем не помочь, потому что это идет выбор его от Бога. Да. Это каждого человека свое действие, свое это выбор, свое предназначение. Вот именно предназначение тренажер, когда вот это я проработала, мне вообще действительно много пришло. Я все равно не в своих не мои возможности это было, потому что это у него было такое предназначение, и это самое идет это все. Я хотела это самое на пути, допустим. Мы же все созданы Аллахом, Худайдың несіменен жаралғанбыз, что Худайдың ішіне кіріп кетіп жатқан екенмін, да? Я не могла это когда я поняла, да. Потом еще вот это много, когда читаешь, есть это судьба человека, который другого человека не зависит от твоих желаний, не зависит от твоих хотений. Потому что у каждого свой путь. Этот путь должен каждый сам пройти. Да, каждый проходит свой квест, Да. но выбор всегда есть. Выбор всегда за нами. Бул жол менен баш керекпи же бул жол менен баш керекпи, да? То есть всегда это есть, это всегда об этом говорится, да? Вот, давайте, кто там следующий у нас? Давайте я скажу. Давай. У меня такие инсайты пошли. Да. Мастер Китке мен вообще балдарымдын болезнь проработай деп келгем, ошондо жолукканбыз, помните? Я только купила. Анан вообще ошо балдарымдын здоровьесин вообще проработка кылбай койдум, да? У меня была там, не знаю, бир блок болуп калды окшойт, и ошонун негизинде у меня были очень много финансовый жактан блок өчүп калыптыр, да? Я вот это поняла. Балам акча чогултушум керек, кызым операциядан акча чогултушум керек деп эле ошол нерсени эле
я что-то хочу купить, но мне же надо же деньги копить, деп эле, все, стоп. И монтип финансы жанан бутсаган жаап салыпмын да. И денег нет, дохода нет, жолдошум жумушу жок, менин жумушум жок, сидим такие, а деньги нужно зарабатывать депчи. И азыр вот Булжамал айтып атса, у меня тоже осознание пришло, мен жүгүрө бериптирмин да, балам ден соолугун оңдошум керек, кызым ден соолугун оңдошум керек депчи. А эгерде Кудай берсе, ана бир күндө деле оңдоп коет да. Это мындай, мен ойлойм да, это нереально для меня депчи. Да, я думаю, это нереально. Только операция, только вот так можно изменить. Ошондон кийин балам оңолот депчи. И вот это я постепенно, азыр айтса, вот у меня инсайт, вот часто этому прихожу. Ошол кезде я что сделала? Мондай күндөлүк чыгаргам да. Максатка карай бир кадам деп биринчи кыргызчасы чыккан, на кыргызском, потом на русском. Один шаг к цели деп. И мен жаңы вот депрессия, стресс болуп жүргөн кезде чыккан күндөлүк болчу. Ушунун жардамы менен мен чыкканмын да. Но это был только поверхность, айсбергдин үстү эле экен да, то, что в глубине акылы ыртырдалы жагандачы. На Силкитке келгенде я начала прорабатывать, и азыр Витаджи айтып атса, я понимаю, что я свой финансовый потолок пробила, да. Вот действительно, менде бир сумма турат эле, ошондон кете албайт элем да. Айланып көлүп калып ошо келип калам. Жагынан келсем деле, буянан келсем деле ошол эле нерсеге келип кала берет элем да. И вот вчера только өзүмө бир 2 жума мурун бир цель койгом. Я вот это должна закрыть за месяц деп. Аз келип ойлонупайм, я это сделала за 15 дней. То есть я уже вот, да, финансовый потолок уже пробила, и если я ставлю конкретную цель, ошого келер экен, почему мне не приходят деньги на операцию сына, потому что там стоит боль, да? Вот эти воспоминания, вот это все. Значит, мне этого не надо, да? Значит, это не моя цель. Значит, каким-то образом ребенок будет здоров. Без операции. Да, без операции может быть, но деньги сами придут. Я вот это вот реально отпустила. И после этого мен уже более жашап баштадым, да, вот реально что-то делать, куда-то ходить. И вот элементарно ушундай жерлерге келген, да, стремиться. Я себе не разрешала просто. У меня были блоки, все, мне нужно собирать деньги и все. Я не могу себе ничего позволить течумен, да. И вот после мастер-кит, после вот это все вытащила, я не стала деньги прорабатывать. Я сколько ни старалась, башында келгенде деньги прорабатывала, вообще не получалось. Я пошла другим путем. Баламдын эмелерин. Я мои желания захожу, на индивидуальность, там обиды, вот это захожу. Улам эле балам операция чыгырт да. Я начала там окопать. И ошо жактан кийин у меня пошло. Может, у вас тоже где-то, да, мен дагы бүгүн дагы, да. Менде бир жеримде бир нерсе бар да. Непрожитая какая-то эмоция, эмоциональная какая-то боль есть. Мен ошону аябай чувствую, да, потому что разносторонне, силер айткандай, все проделываю, да, все получается, бар вот работает на вот так. Да. Жанагы жер финансы все, да? Да, жанагы жер турат. Или я такая, жанагы, смирилась, я айткандай там. А кедей деле бактылуу болсо болот, а чё, меня это вообще не трогает. Акчам жок, деньги же не главное в жизни. Можно и пешком пойти, если на маршрутку нет денег дегендей, бир нерсеге келип туруп алып. Деньги, они завязаны, могут быть не на самих деньгах. Да, деньги могут быть другое. завязаны, допустим, вот как у нее на болезни ребенка, да? Или на отношениях, понимаете, да? Не обязательно идти. Меники коррупция же, да, бир нерсеге байланган болсо керек. У меня, наверное, вот с чем я борюсь, да? Борюсь же с этой коррупцией, да, думаю, ах, вы такие сволочные, депчи. Вот, видимо, что-то там сидишь, что таракан. Влияет, оказывается. Я это понял. Нормы. Да. Нормы. Я вот тоже же всегда, ой, маршрутка менен бара берейинчи десем. Не надо, мама, не надо в вашем возрасте на маршрутке. Такси вызывать. Я сейчас постоянно только на такси. Я тоже позволила себе. Когда это самое норма дегенде да түшүнчү эмесмин мен. Норма, что значит норма? Оказывается, норма это когда ты вообще не думаешь ни о чем. Это количество. Канча кетет акча, Да, канча жейсиң, вообще. канча сомго А потом, жейсиң. когда она сейчас начинает, иногда денег не бывает же, нам, вот нету сегодня, нам нужны деньги, где кызым келген. Ну ты же говорила, норму будет сегодня деньги. Да. И действительно, вот сколько хочешь, именно сама как будто бы вваливается тебе эти деньги. Да. С разных этих. Норму, вот именно себя, оказывается, вот эту еспеш керек, да, вот, или как? Чек Потолок, керек, да, вообще не думать, чек жөнүндө. Чек, вот, мне сегодня, допустим, нужен 100 тысяч или 50 тысяч или 200 сом дегендин ордуна
Мне сегодня нужны деньги, десеңле ушу келеді екен, да? Да, Вот эту действительно. норму. Вот именно каждую көп нәрселерді мұрдайы, вот как Рита айтқанда, бедей болсын деле болу керек деген установка. Это установки. Вот эти установки у нас, оказывается, с детства, или башынан келген, или вот сами, да, бүгін ушу болот деген установкаларды вообще надо убирать, оказывается, из своей мысли. Эптеп дегенди да надо Да, убрать. ептеп септеп жеткире алсам да. Эптеп ушуга жетсе болду. Эптеп да. Ушу эле болот. Ошо эп дегенди да. Реально да. Потому что эптеп деген сөз нормада жатат да. Да. Чыга албайбыз жанагы Ошо айгерим да. айткандай эмеден. 10 000 болсо 10 000ден чыга албай эле. Ошо, когда вот Дарья Туртова приезжала, автор методики, когда сама приезжала, да, она говорила, да, вот действительно, вам нужно ваше, я говорю, почувствовала, биринчи жолу келди да Бишкекке, Кыргызстанга, вот мы организовывали ее приезд почти. Когда еще будет? Более 500 человек было, она еще тогда беременная была, на 7-м месяце, она прилетела, она говорит, вообще, говорит, нормы нету, такая. Вообще норма деген жок. Вы настолько себя отдаете, говорит, силер мында берешен экенсиңер дейт. Да, но вас нету, говорит. Да, казахи, они другие чуть-чуть, да, казахи, они более эгоистичные, они сперва мне дейт, потом другим дейт, да. А вы прям төгүлүп чачылат экенсиңер дейт, да. Вы прям, да, да, говорит, ну вас не дейт. Я живу свою жизнь дейт, потому что многие из вас не живут свою жизнь, да? И надо проработать норму, деды, пробивайте норму. Да. Много чего для вас нереально, невозможно. Нормы нету, потому что она же сканер же, она же как сканер все чувствует, да? Она говорит, да, она говорит, да, вы говорит, настолько вот, уникальный народ, да, вот тоже кыргыздар, потому что казахстан прожужжали, оказывается, вот там есть такие девочки, там бермет, они организовывают, кыргызы такие, да, но действительно, біз действительно ошондойбуз да, біз действительно біз деген, біз өзүбүздү последний штаныбыз жок болсо дагы беребиз да, то есть понимаете, но кому мы делаем плохо таким образом? Себе же. Біз өзүбүздө жок болуп туруп, дагы бирөөнү ойлойбуз да, мисалычы. Но это наше идет все из детства, потому что нас учили и вот это чувство, как бы, это самое, нашего ответственности. Долженствование көп да, биздечи сен тийишиң керек. Онлайн курс окуп калдым да, Брюс Литтондун клеткалар боюнча, биологические клетки. Вот откуда берутся вообще вот эти нормы, установки? Установки каяктан келет? Балага уже Курсакта жатканда. в утробе келеткен анткени эне всегда биздин оюбуз менен ойлонот экен, биздин чувство, энергиябыз менен жашайт экен да. Анан ошондо биз деген жок, ал жок, бул жок. Анан 7 жашка чейин бала, например, таякты минип алып кетип атса, ал реально атты көрөт экен да. Ушундай ооздорунан прям пар чыккан деп атчы. А биз аны андай көрбөйбүз да. О, мен монуп кетип бардым деп ойноп атса деген жолсом дигидик койчу ары жыгыласың, алып койчу таяк азыр бир жерине кирет деп. Биз анын бардыгын бала 3D, 4D эмеде жашайт экен да. Ошон үчүн баланын эмесине түш деген жанагы бүт китептерде айтылат го, прям как ребенок, да, как ребенок почувствовал ошон. А биз как это так? Мен деле сизге окшоп Джон Кехон китептен окудум, тигин окудум, буну окудум. Как это так состояние ребенка? Как спускаться в состояние ребенка? Потому что 7 жашка чейин бала аны билбейт экен да, мен азыр мондай чувствовать этем деп, он просто живет, кайфует. Кааласа космоско учат. Да, анан ошол жанагы, ушул жөнүндө космос деген. Ким кинону көргөн эле, гадкий я дегенде. Мультик бар го, гадкий я, мама, смотри, я что я сделал, деп мамасы чыкса. Мама, смотри, я что сделал. Мамасы, короче, у нее нет вот этой эмоции с ребенком радоваться. Деген нерсе жок, а бала бакчынын үйдө эле, короче, жанагы нерсе бүт кирип кеткен. Вот даже мультиктен окусак болот. Кирип кеткен дагы бала чоңоюп уже 40тан ашкандай ни семья, ни девушки дегендей не живет своей жизни. Анан ал акырындан ойлонуп баштайт да, бирок космоско силер айтмакчы, корабль куруп баардыгын кылып реально эмесин учат да. Ошондон кийин мамасына эстейт, мамасынчы чуркап келип жана сүрөткө тартып келип, мама мына мондай корабль. А эгер ошонун мамасы поддержка берген, может 15 жашта кылмак ошол нерсени. Вы представляете, мы 30 лет потеряли.
Просто так, потому что с ребенком не играли. Вот этот момент, когда он этого хотел. Это раз. Жети жашка чейин атат да Брюс Липтонда. Клеткалар клеткалар биологиямен эме кылганда биз айтабыз ой гениңде рак болоруң, точно сен рак болосуң. Гениңде мындай болгон болсо сен точно мындай болосуң деген нерсе это жалган экен. Потому что адамдын клеткасы информация менен гана жашайт экен. Информация ким? Информация биз ошол эле эмне кылган Аллахтан келет да. Аллах, вселенная, кто кому верит, например. Баары эле бир силага бар. Даже Куранда айтат нур депчи. Алла Тааланын бир адам сыпатына бир эме кылбайсыз. Ошо нурга барып баарыбыз эле баш ийебиз да. Ошол нерсени биз балага 7 жашка чейин бере алат экенбиз. 7 жаштан кийин бала койчай, турчай, жыгыласың болсо ошонун баарын уже башкача жашоого кирет экен дагы установкалар пайда болот экен. Жыгыласың деген нерсени биз азыр даже кетип барат муну алдын ай сейчас упадешь десек биз энергетикабыз менен баланы жыгытып коет экенбиз. Айтпадым беле деп. Жаңы эле айтып аткам. Анан ошол тренингде айтып атат да биз материальный жашоого чыгып кеткен экенбиз какой-то эмедечи. Мындай бир линия болгон болсо экватор деп койлу, ошондон жана эмеге түшүп туруп бүт материальный нерсени көрүп калганбызда биз душа үчүн жашабай калганбыз. Эми азыркы келаткан доорлор, мындан кийинки келаткан жанагы айтып атпайсызбы? Биздин жаш балдар Z поколение, анан бул поколение деп келе атат. Ошол поколение балдардын бардыгы алар оказывается уже для души будет жить. Ошон үчүн алар как щелчок будет все эмени желаниялары исполняться, потому что биз качан гана душабыз менен жашаганда, биз качан гана душабыздын каалаган бир душа сейчас хочет прыгать, петь песню, там торт захотел сразу торт покушать. А без этого, жок, деп, без этого неосознанно делаем. Праздникте жейсиз торту деп коебуз. Только тулган күндө тигинден мындай нормально кайфовать, просто так выйти и для души, для себя что-то покупать. Депчи. Ошону биз туура эмеспиз. Почему Америка азыр бизден көбүрөөк алдыда 100 жыл алдыда жашап? Потому что алар материальный мирден чыккан. Алар азыр мындай карап көрсөң, өзүңөрдү салыштырасаң, мен например Германияга барып жашадым, ошол жерде салыштырдым, өзүм аябай салыштырып келгем. Мага бирок ошол нерсе азыр доходит. Алар реально кайфуют от жизни. А биз деген каждый день. Биз деген, ой, пиаласың калса ошо пиалага переживать. Сен сутуп каласың. Сен үстүңүздө жок болуп кал. Мы материальный жашоодо жашайбыз. Азыркы келаткан поколение мындан нары исполнительность желаниялары монтип, потому что алар для души, для себя. Эмне предназначениесин билип келет. Эмне предназначение? Потому что биз азыр окуп, адамдар окуган сайын балага биз ошол тарбияны бере беребиз ичибизде жатканда. Азыр, например, жана өзүңөр деле уксаңар келсе 30 жаштан кийин балдар умный төрөлөт экен деп. Потому что 30 жашка чейин адам мудрость пайда болот. Мудрость пайда болгондон кийин балага ошол берилет. Нет, реально ошондой. 20 жашта эмнени билесиң, өзүң баласың. Мен иногда некоторые родителерди көрүп алып 20 жаштагы баласын, например, бир жактарга апарса, мен уже эмне кыжалат болуп кыйналат экен депчи, например. Они сами, потому что дети 20 лет, представляете? 18. Да. Анан ошон үчүн биз мындай туура эмес энергетикамен бүт нерсе энергия менен связано. Бүт нерсе. Жанагы эле матрицада өткөндө кино жөнүндө сөз кылдык го, жана матрицада ар бир линия түшүп тургандай бардык адамдар дүйнө жүзүндө 7 миллиард болсо 7 миллиард адам бири-бирине связан экен. Когда жанагы эле китептерде көп айтат да, мынтип бирөө жөнүндө ойлонуп койсоң, ал да сен жөнүндө ойлоп аткан. Потому что ошол нерсени раз уловил человек. Потому что энергия баары связаны. Ошо силер айтмакчы эле, нету такой, биз баарыбыз одинаковый дегендечи. Азыр бир сон Джо Диспензанын китебин окудум, жана подсознание может, сила подсознания. Там такое, я не знаю, прям бүт нерсем ачылып, анан бул жака методикага кирип, техникага кирип, Вообще открылась. Баштагандан кийин вообще. Я говорю, прёт. Представляешь, вот 2 недели назад вообще другая. Нет, вообще другой человек. Сейчас другая Ты энергетика. признайся себе. Сейчас другая Поток, энергетика. в потоке. Знаешь, вот эти все цели, мысли, ты уже четче выявляешь. Да. Раньше такая, а сейчас у тебя прям вот это прет. Потому что четкое осознание. У тебя уже достижение было. Ты это просто прими это. Да, Классно. благодарю, принимаю. Она такая была. Да, Просто она постоянно- не раскрывала себя, наверное.
А это помогает Я же почему? чувствую же, она Потому что такая- Она мастер, уверенная в когда себе стала. прорабатывает Да. меня идет, она действительно открывает вот эту осознанность, она вот, которую раньше казалось, что ну это просто мелочь-то, а это вот именно действительно оказывается самое основное. Мелочьтен башталап келе. Да, потому что вот Да, это ты мелочи в сказала. жизни не бывает. Да. Это- Нет, ошондон башталап келе. ребенок жөнүндө айтып атпадым да ушу энеси вот Эдисон деген жана лампочканы чыгарган. Да. Вот мать же сказала, Самый что лучший ты ребенок, сам, оказывается. когда это Вот это, да? окутуучусу тиги кагаз жибергенде, что заберите своего дурака со школы дегенде, она же начала читать. Ой, ты такой умный, ты такой... Бир да мугалим жок экен, который сени окутат турган, ошон үчүн үйдө окусун деп атат депчи. Который тебе Такой гениальный, да. Да. Ты очень гениальный ребенок. Вот из него и вышел гениальный. Да, да, да. Давайте дальше, кто там у нас? У кого еще сегодня поток? Давай. Нурайка у нас тоже. Нурайка уже в кайфе, она уже такая, она в состоянии, она уже всё. Она две недели назад, да, ты купила? Короче, в начале января где-то купила. 4 недели, как это сюда. 2 недели, да. 2 или 3? Да, да, да. 5 января ты купила. Да, 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 да. Я позвонила, я искала, кто продает, вообще кто занимается мастеркитом. И Миринка 2 года тому назад, да, ты приходила, Год назад. что-то рассказывала, тогда у меня ни денег, ничего не было. Потом я поняла, что мне вот мастеркит нужен. Я прочитала книгу Дарьи, и в прошлом году какой-то был толчок. То есть я поняла, что я буду заниматься таким делом, и ушла в шаг. И когда деньги появились, я вот искала человека, кто мне вот это продаст, да? Потом вспомнила Миришу и начала ее искать. Вот, я с ней встретилась, и я сказала, я возьму, и на следующий день я купила. А потом я сейчас слушаю и понимаю, что чего-то такого серьезного у меня ничего не случилось, но я поняла... Ты не замечаешь просто. Я поняла, что я свои эмоции, оказывается, закрывала. То есть сейчас, вот когда я со своими сотрудниками разговариваю, я очень открыта. То есть я смеюсь, я там, если какие-то шутки, я прям вот ха-ха-ха, и все на меня смотрят. И от этого у меня вот такая энергия, да. Или когда что-то не получается, я могу резко сказать, но при этом я не держу. То есть я человеку доходчиво говорю, но не переходя на личность, да, то есть человек остается какой-то, он понимает, что я ему сказала, но он не обижается. А когда-то я думала, надо держать все в себе. Если я сейчас буду, веселой, там какой-то собой, то меня не будут уважать. А сейчас я понимаю, что я могу быть со всеми открытой, но при этом оставаться такой, какая я есть, и от этого я начинаю получать кайф, да? То есть я начинаю приобретать свою какую-то... Ты открыла свой бизнес? Да, я... Давайте поздравим Нурайку, да? Она купила специально мастер-кит для того, чтобы быстрее, без страхов, без ограничений, без никаких там этих убеждений, да? Открыть бизнес. Да? Давайте ее поздравим. Да, Поделись. Да, у меня агентство недвижимости, и если будут у вас, я не знаю, квартиры на продажу, или вы хотите купить, то можете, в принципе, ко мне обратиться, я с удовольствием помогу. Ой, мне Джанджа как раз хочет квартиру. я вообще год, уже 1,5 года или даже сколько? Вот сегодня отдай Миринка, спасибо. Да, ну надо же, вот так. Прям напротив, Я вот работала в авангарде сама. Как авангард? Вот мы и в авангард обращались. Да, и я поняла, что там, я не люблю осуждать человека, но я понимала, у директора, хоть она вот человек, который очень быстро развивается, но у нее есть что-то какая-то сторона, то есть ты же ищешь человека, на которого хочешь равняться, да? Но вот я искала, я хотела быть такой, но я не хотела, чтобы и другая сторона у меня была. Но я поняла, что с мастер-китом я могу
очень вперед и без каких-то страхов, без установок, без убеждений пойти далеко вперед. И у меня вот каждое утро я просыпаюсь, и я кайфую, что я такая я есть, что я не закрываю себя там в банке, да, допустим, крышкой и не держу весь день, вот не такая хожу, да, а такая, какая я есть на самом деле, что я могу так с кем-то открыто поговорить и даже не подумать, что об этом другой Ты человек прорабатываешься, не до подумает, какого уровня дошла? Я вот до третьего, вот, я хочу вот прям к этому очень осознанно, чтобы там прям Ничего всё не проработать, пропустить, да? и потом только подниматься. То есть Ну, не я так, чтобы- чувствую, что ты прям очень изменилась. Да. Потому что улыбка с лица не сходит. Я помню нашу встречу перед покупкой, она вся поникшая. Настроение жоқ, үйіне араң шыққан, говорю, я вот, у меня есть, да, сейчас уже уверенность такая, знаешь, улыбка не сходит с лица, да, она просто только говорит, мне, мындай, адам состояниесін сезесің да, по-любому столько боли, и она говорит, блин, я вот так хочу, у меня вот это, то, да. Не все сказала, конечно, но поверхностно она сказала, где у нее есть затыки, да? У нее вот это получается качество, оценивающее качество, очень, оказывается, дает сопротивления много. Да, вот 5-й уровень, это же Да. именно про выход.